Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Институт развития профессионального образования Республики организовал курсы повышения квалификации в Китае для педагогов, мастеров и студентов профессиональных образовательных организаций в городе Хунчунь, Китайская Народная Республика. Поездка проходила в рамках года сотрудничества и перекрестного образования между Россией и Китаем. О подготовке на курсах и в целом о поездке мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Александра Никифорова, заведующая медицинским отделением Жатайского техникума. Александра Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Я удивлен, во-первых, что в Жатайском техникуме есть медицинское отделение. По каким еще направлениям ведется подготовка? Наш техникум является старейшим образовательным учреждением. Он образован в 1955 году. То есть в прошлом году мы справили очень знаменательную дату 70-летие. К этому юбилею мы пришли с определенными успехами, как и со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Развиваемся постоянно, стараемся. Контрольные цифры старательно выполняем. Ведем мы образовательные программы по следующим специальностям. Для флота, речного флота нашего региона по таким специальностям, как судовождение, судостроение, а также охватываем энергетическую отрасль, готовим электромонтеров. Вот. Дальше мы транспортную, конечно, отрасль охватываем, ну и не забываем про здравоохранение и про общественное питание. Обучаем по таким специальностям, как повар-кондитер, а также сестринское дело, медицинский массаж. Но медицинский массаж у нас ведется с исключением для ОВЗ. То есть с ограниченными возможностями по здоровью. А сестринское дело у нас ведется на внебюджетной основе, то есть на платной основе. Александра Дмитриевна, хочу спросить, понятное дело, те специальности, которые косвенно не относятся к судоверфи, которая скоро уже выйдет на проектной мощности, они, что называется, вечные. Вот те специальности прикладного характера, насколько они востребованы у поступающих? У поступающих в последнее время они очень стали востребованными, и мы ежегодно ведем мониторинг трудоустройства наших выпускников. Да? И как показывает этот мониторинг, у нас трудоустройство по всем специальностям и профессиям составляет порядка 93%. Остальные 7% это у нас поступление в высшие образовательные учреждения, а также служба в рядах российской армии. Ну, правильно я понимаю, что вот выпускники вашего учебного заведения, в том числе, уже работают на Жатайской судоверфи и, возможно, на предприятиях, так или иначе, связанные с флотом? Они постоянно работают, начиная уже со 2-го курса. Ничего себе. Да, потому что на 2-м курсе у нас по судовождению и по всем иным другим специальностям начинаются профильные. То есть ко 2-му курсу они уже да, они уже выходят выходят на учебную практику, они выходят на производственную практику, в сам судоверфь сразу выходят, да, в Жатайский судостроительный завод выходят, ЛОРП выходят. Постоянно теория, практика, они, как говорится, рука об руку идут. Какими они будут профессионалами к выпуску уже, просто на все руки, что называется. Да. Александра Дмитриевна, о Китае давайте поговорим с вами. Как прошла поездка, какие были ее цели? Так, целью нашей поездки, конечно, в первую очередь это сотрудничество. Сотрудничество и обмен опытом. Это же разные страны, разные языки, разная культура, разные методы ведения обучения. Разные системы образования. Разная система образования. Вот. И мы посетили по 2 направлениям. Это первое – повар-кондитер направление. Обучились 1 мастер производственного обучения и 4 студента выпускной группы 4-го курса обучения, которые показали очень большие успехи. Преподаватель по поварству очень-очень часто хвалил наших студентов. Вот. А из числа медицинского массажа было всего 4 студентов и 1 студентка из сестринского дела.
то есть 5 студентов, а также мы на данные курсы взяли преподавателей, основных 2 преподавателей, которые с нами сотрудничают по медицинскому массажу и по сестринскому делу. Ну где как не массажу обучаться в Китае, я Да. думаю, там же буквально это одна из древнейших традиций. Да, да, Если, да, да. вот мне стало интересно, а насколько схожа система среднего профессионального образования в нашей республике, ну, соответственно, в нашей стране и в Китае? Удалось ли какие-то параллели заметить? Меня лично очень обрадовала наша система, потому что мы Наша российская. Наша российская, потому что я пришла к выводу, что мы совсем не отстаем. Мы идем В параллель. в параллели, да, нога в ногу, как говорится, да, со временем идем. Они очень хорошо компонуют теорию и практику. Теорию выдали, тут же на практику перешли. Практикоориентированное обучение. А по методам обучения особой разницы я не увидела. Те же системы ИКТ используют очень хорошо, лекционный материал выдают, видеоматериал выдают, ну, как у нас. Как и мы выдаем. И вот выборка тех профессий, которые они в рамках среднего профессионального образования, насколько я понимаю, изучают, она тоже, что называется, близка к земле. Ну вот те Да. технические, практические работы. Да. Если о курсах говорить еще раз, о чем шла речь, что входило в программу? Я немного расскажу о программе «Медицинский массаж». Да? Давайте. Ага. Программа медицинского массажа состояла из 6 основных частей, ну, модулей, да, скажем. Первая часть – это, конечно же, меридианные основы тела человека. Все части обучили. Дальше мы перешли к акупунктурным точкам на теле человека. То есть точки на голове, шейно-воротниковой зоне, на лицевой части головы. Перешли далее к третьей части, к верхним конечностям, нижним конечностям и плавно перешли к спине и к поясничной части. И последние модули заключались в практической деятельности. Практически мы. Ну, без всякой аюрведической истории, насколько я понимаю, которая китайской традиционной медицине может быть свойственна. Да, это точки. В основном это точки, акупунктурные точки, приемы нажатия, приемы давления, время давления, то есть продолжительность давления на них, да, и с учетом состояния клиента, требований к телу. Чему научились? Научились определять уровень боли на теле человека, научились определять мышечные составляющие, насколько они, в каком состоянии они находятся и что с ними требуется делать. Это вот в том Например, числе... мы даже научились, как определять по пульсу человека. Больно Что- ему или нет? Да. А как это определить? Пульс учащается? Да, меняется, оказывается, пульс, сердцебиение диктует, что у него происходит. Нас обучал преподаватель из Харбинского университета Ванг Ми, человек, имеющий большой стаж работы в педагогике, также и в массажном деле, который является одним из 3 ведущих Ничего массажистов. себе. Да, В Китае. в Китае. Это вот, получается, научились и преподаватели, и студенты. Да, да. А в особенности обращали внимание на преподавателя, так как мы нацелены вести для остальных. У нас же не только 4 студента, да, 4 это те, которые смогли выехать. А помимо них у нас есть и остальные группы. Обучаем в течение 2 и 6 лет. То есть 3 курса, да. 3-й курс мы уже в данный момент выпустили, а сейчас у нас имеются 1-й курс и 2-й курс. А в сентябре мы наберем еще и новый набор. Получается, вот к этим 3 курсам готовим. Как студенты отреагировали на поездку, что говорят, какие впечатления, какие знания, самое главное? Они очень хорошие впечатления получили, они очень были рады, они даже немного начали понимать китайский. Мы пришли к выводу, что китайский язык очень даже схожий по дифтонгам к нашему якутскому языку. Ребята заметили это. Ну и, конечно, как будущие специалисты, они обращали внимание на точки, на точечные. Ага.
4 студентов, как я подчеркнула, да, из них 2 первого курса и 2 курса. Вот особенно впечатленные были первокурсники, безусловно. потому что они только-только начинают классический массаж изучать, вот, а там уже мы перешли к акупунктурным точкам. После Хунчуня задержалась делегация у вас в столице Приморья, во Владивостоке. В чем причина? Какая программа пребывания? Ну, причина, конечно, заключается в авиабилетах. Да? Так совпали даты прилета и вылета, что нам нужно было что-то делать, чем-то заняться во Владивостоке. И, конечно, мы занимались посещением достопримечательностей Владивостока. В первую очередь, конечно, это Тихоокеанский флот. Да? Набережные посетили, музей Тихоокеанского флота. В подлодке были? В подлодке были, конечно, в подлодке были. Ну и ближайший маяк, Токаревский маяк посетили, и Нагорный парк посетили, на Черемушках парк посетили. Ну, в общем, культурная программа. Культурная программа наша была нацелена на расширение кругозора наших студентов. Вот если уже, возвращаясь в Якутск, такую саморефлексию провести, что студентам дает подобные выезды в Китай, вот такие практически немножко обменные программы? Обменные программы в первую очередь расширяют границы студентов. Они начинают видеть чуть дальше, расширяются границы, появляются мечты у ребят по повышению своего уровня. Не только зацикливаться на спортивном массаже или на классическом массаже, да, но и о других видах массажа, о других техниках массажа узнают. Ну, особенно если это их даже еще и первая поездка была. Это наша первая поездка была. Уверен, что не последняя. Александра Дмитриевна, в заключение хочу спросить. Близится конец очередного учебного года, не за горами и начало нового. Что планируете на 26-27 учебный год? Ну, 26-й год у нас плодотворно будет идти работа по выпуску. В этом году по специальности сестринское дело мы выпускаем большое количество, исходя от стандартов. Да. На базе 9 классов мы должны выпустить 4 группы. Все группы у нас полные, в полном составе выпускаются. А также на базе 11 классов мы выпускаем 3 группы. После выпускных итоговых аттестационных работ мы перейдем к аккредитации. Первичная аккредитация по специальностям называется, а медицинский массаж мы уже выпустили весной. То есть, я правильно понимаю, у вас 7 групп только медицинского персонала? Только медицинского персонала. Это то есть медсестры? Да. Это сестринское дело. Ага. Плюс 8-я группа медицинский массаж уже выпустили мы. А в ожидании еще другие группы. У нас судовождение активно пишут дипломные свои работы, готовятся картографические, навигационные работы выполняют, расчетно-графические они. К демоэкзаменам наши ребята готовятся, как сварщики, так и повара, электромонтеры к выпуску готовы. У нас интересные очень специальности такие есть, как релейная защита. Вот. Ну, в общем, у ребят, насколько я понимаю, Александра Дмитриевна, и у вас, и у выпускников предстоит насыщенный сезон. Очень насыщенный сезон. Я желаю и вам, и вашим студентам успехов, в том числе и в сдаче экзаменов. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Пожалуйста, спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.